Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Глава Якутии Айсен Николаев примет участие во встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с руководителями угледобывающих регионов страны. Глава государства обсудит с ними текущую ситуацию в отрасли и стратегию ее развития на ближайшие 15 лет. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню шахтера, который традиционно отмечается в России в последнее воскресенье августа. Основной темой встречи станет текущая ситуация в угольной отрасли страны. Минэнерго Российской Федерации и Минэкономразвития Российской Федерации прогнозируют, что в 2019 году добыча угля в России превысит 450 миллионов тонн. При этом Министерство энергетики отмечало, что добыча угля на данный момент продолжает увеличиваться с приростом более 20 миллионов тонн в год. Российские регионы увеличат расходы на школьное питание в этом учебном году. В ряде субъектов планируют включить в меню больше горячих блюд, овощи и фрукты. Стоимость одного школьного завтрака или обеда в регионах варьируется в среднем от 35 до 140 рублей в зависимости от блюд. При этом практически во всех регионах предусмотрены бесплатные завтраки и обеды или компенсации затрат для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также для школьников с ограниченными возможностями. Особое внимание в меню к горячим блюдам. Эксперты отмечают высокий уровень обеспеченности горячим питанием школьников в северных регионах России. К примеру, в Якутии он составляет примерно 98%. В меню входят различные супы, вторые блюда, в том числе из местной рыбы и оленины. Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Участие в нем намерены принять не менее 4000 человек из более чем 30 стран. Основой деловой программы станет анализ, проделанный за 5 лет работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Так, Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии за 4-летнюю историю форума подписано порядка 10 соглашений, в числе которых соглашение с японским партнером Hokkaido Corporation о реализации первого этапа круглогодичного тепличного комплекса «Сайюри». В регионе также отмечают значимость переговоров и подписания меморандума о взаимопонимании между правительством Якутии и Японским банком для международного сотрудничества, а также предполагающее сотрудничество республики с японскими партнерами в реализации инвестиционных проектов в таких отраслях, как утилизация отходов, транспортная инфраструктура и возобновляемые источники энергии, а также сельское хозяйство. Численность официально зарегистрированных безработных в России за прошедшую неделю снизилась на 0,8% и составила более 719 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 73 регионах, а в 7 субъектах Российской Федерации отмечен рост. Наибольшее снижение численности безработных граждан зафиксировано в Севастополе, Чукотском автономном округе, республиках Марий-Эл, Саха-Якутия, Ингушетия, Северная Осетия, Алания и Карачаево-Черкесской республике, а также в Кировской области, в Алтайском и Забайкальском краях. На создание национального парка «Ленские столбы» республика получит около 140 миллионов рублей. Для сравнения, для содержания парка из республиканского бюджета ежегодно предусматривали 17 миллионов рублей. Объем финансирования «Ленских столбов» увеличился в связи с получением заповедником федерального статуса. Также национальный парк переходит в ведение Минприроды Российской Федерации. В октябре текущего года начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Алекминск. В ее период транспортное сообщение будет осуществляться бесперебойно. Обеспечить его планируется с помощью авиации и речного транспорта. Ожидается, что воздушные суда будут выполнять по несколько рейсов в день. Кроме того, будет широко задействован речной транспорт. До апреля 2020 года ограничений по приему воздушных судов Ан-24 не ожидается, но уже с весны аэропорт сможет принимать воздушные суда 4-го класса. Это Л-410 и вертолеты Ми-8. Напомним, что из-за размывания грунта на ВПП аэропорта Алекминска иногда не работает около 90 дней в году. Грунтовое покрытие заменят на искусственное. Отметим, что в 16 аэропортов республики вошли в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В этом году предприятие аэропорта Севера приступит также к реконструкции аэропортов в Верхневилюйске, Жиганске и Нерингре. На эти цели выделят более 4 миллиардов рублей в текущем году. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.